Имя посызамчибжей уипшимыз цакалаги хырхарталаги, уи дара ибеян авиабжкорыла. Аха хараяла хкайфериф зентери субхуя хапхедза за темаква. Взера шума за эфираджа адыратарамчибж. Вахапиха программа джифюда агалу, там чибжахтыз хада курхха. А курорт сезона хтнакалакяча, уишимя посуату ханцам тачададжа. Аква пшача и цеграда пхеларазы епцатуп аллокация джоцква. Уязгвейти тапсна туризма за министри хатыпу и астамыр барцыз. Уядаги апхан пя сезон шимя посуа ахшарайти тхайчца вираджа. Южавти юларбжарапи айсгарапы караты шатакан рюка зехаза апшбат ярту и вразя пяхраджа и хрукшу. А барти игертавя бишку хтыжим таджа. Хвек апсва спортсмен Александр Шакирбай, Дмитрий Толочко, Самвел Казарян, Амакай Квачая Псахейт. Ахтны калакяча и хырк шахейт апшбапи караты шатакан рюка захаза ярту Евразияпи ахраджа. Юларбжарапи тагыла защехканы изыма за спортсмен шахикала зинамадына сынта усмябга пубаски онлайн форматла имя пысван. Ахраджа яла хон харачи Черкеспи, Краснодар, Приморскпи, Алтайпи, Апилачачква, а Республика Коми, Крым, Татарстан, Индия, Мексика, Панама, Ухарханпи, Акаратист. С август, жух башук сайнрейхана, жлабжарат пе семинар по айчка рахачуп, Юмш Аусов Рахачан, Садовников Игорь Робертович, президент Всемирной организации карате Штакан КЗХ, доведрует знаком конвентанком да хейт, уяда яра регионку, урастула регионку дары Ратшан, гургет шпаша само хашства КЧР анпи команда бзе аргейт дараза. Семинар по хахыст, охочка пишу квартиры. Уя нейсан яша, учта апшбет брикубак Евразии хизахизу, аечкара хакшет, и хада хкла эта команда ква урастула мацара жав команда айт. Отжизы другие Татарстана анпи хотим им мацара яби ребаси ану быстро решала другой дороги, а хабри организация ЗНП яку бурт рызыги яша. Шахет онлайн соревнования, какие параллельно царает шуб. Из Банагузар дара команда по изымазги расшахет политика хасабала и ведрует эту неё. Крым команда винежи кава автобус идырхан хит брахи шаваз ямует рахайра убрехнут салам дудза рзына хаштвет уядаги онлайн дерги рчала друхой. В настоящее время у вас в вашей республике работает Федерация карате-до Абхазии, которая уходит в международную нашу структуру. И мы благодарим и спорткомитет, и руководство республики, и лично Ахру Ивановича Абугба за проделанную работу по организации наших международных мероприятий. 34-й уже международный сбор прошел в республике. Дырат раиха дуахтахяхны анза яхгала харшапам чибжейнуцка имя пысыз ялах казахтысква. Шахопш и кячуахха. Сынтала царам за кайнаркна апсны урыстылар хинткарат ха яхысит пш миллион люка ва апсыры автомашинок обижфнызки. А информация от Мадзура апсны пресс излана цхавала ха убаски яхысит апсчевичазтаз автобуску и юбижбанызки. Я иткалана хастуашук саза апсны урыстылар ха яхысит в миллионки хошнызквек. Апсна булту ахучтыцы пшини южаю пя булту ей выпшума татарта курхны юни ювейза юни юхмат япсоп язгвататуп урыстулаги ахукашхалаз. А республика экономика министра Джизлар Хазала уанзай аргахаз анеф пялыцку ирбзурана ахукаранклары рылшон. Уйви яхылапшут юнысқа пяджермыкяча а булту ахузайпшрахо. Хангумзаза ашахт пяизга кура хасабала апсна бюджет яла нагалит хоши юни южа миллион мат. Пшифи юни южа миллион сас яхербаза хатыпан. Уярпечи юбиж процент. Хасту ашукс бжимзырлак зана миллиард кишин юба миллион мат изыргараны яхиказ, а республика бюджет яла нагалит ю миллиард ки пшифини юиза миллион мат. Абасала цахванакзан фи юфба процент рыла. Апсна туризма министр Таймураз хышба хатырыз куасас яхасабала дала хуп мински мяпысва и хипшима хюнткара хур спорт хумараква. А республика Беларусь с жилым хау туризме и спорт иргана хала аюпула крейма дарархвара. Хышба вая казарам таялак зана дейпылета республика Беларусь туризме и спорт министр Сергей Ковалев.
Ковальчук, министр Чаргуанагара Куибрхит Хамтазби атуризм арчера Апейпшазы. Апсна Хада Аслан Бжене Диди Иклит Урыстула Фрхаца Апривя космонавт Олег Артемьев. Аслан Бжене Сгвейтит Хатала Перейба Дырачи Гурхил и Табук Хашасферстахуп Апсна Бирах Арбит Ашха Хальгалаз. Апсна Кашара Агуахураснати Тихит Бжене. Яробаса Хюнткара Хада Диди Иклит Урыстула Хюнткара Дудума а депутат Яна Лантратова. Яла Чавит Ачарт политика Язкуаз Цараква. Гала районна прокуратура Юнуцкапя Ускор Успартера оператив Мадзураква Натя Бахтадзе Лпсыбай Апшараза Аусорокамя Пырбой. Гала районна прокуратура Юнуцкапя Ускор министри оператив Пшара Пыхац Дыргазищак Дыргылы Пхудгуя Виа Барзыгала Калаки автомашина Лексуса Юнуцка Натя Бахтадзе Дышщыз. Уяза Хара Идры Пхадзалу Тачамчира Калаки Чинхо Айнар Тамази Пацуджба. Абриата Нацхауит Апсна прокуратура Хада Апресс Мадзура. Цуджба Юхит Ахпат Пегесахна Атпхал Псыбай Иградзия Сишейтаз. Апсна курорт сезон миапысуит хумызирейцамкон. Ахай харак апсшачаныра шоп хынгумзи нанхерзоп. Арыцхвала апхнан чамтанзы зынзам тамачны янхейт. Уси шакугылейт апсшача зигрей хайстава калайк коп гагры пицунды. Ахазухтан пяшук скорзы пшарта тыпны ахтны калакялызхва рхапхядзара яцлу ялагейт. Ахуй хна хазасасче ирзкоп анаюспеханцамта. Акъуа хъулбыжьха амхьаджир чарыпшахӏваджа уапсыран йайуит ймццакдзакӏва атыпан пиква ракӏвзар аусура тӏымшы арайхдырквшуйт. Сара аусура саналгалик убысҟа шьас исымоу шьапыла абра мшын багъваза аҟынӡа снеины сааныҟәан нас аҩныҟа сцот Аҟәа сшыҟаз убысҟаноуп ианеилыскаауа абра санықәыԥшлак абри аԥшаҳәа. Ажәабжьқәа ахьеибырҳәо аҩызцәа ахьеибабо раамҭа бзианы иахьырхырго ҭыԥуп Аҟәатәи аԥшаҳәа. Араҟатәи аԥсшьара иамоуп ахатәгьама. Уи рнырхьеит ҳаҳҭнықалақь асасцәагьы. Мне очень понравился ваш центр, он такой красивый, много зданий таких старых, с архитектурой. И очень здорово, что вы их сохраняете, очень здорово, что сейчас в них открываются кафе новые, интересные. Вот. Я была несколько лет назад, здесь еще меньше было кафешек, меньше как-то движения в целом. Вот. И мне очень нравится, что все развивается, это приятно. И заведений очень много разного формата, то есть есть какие-то такие более дорогие заведения, есть и более дешевые, поэтому на какого-то любимчика мы еще для себя тут не выбрали, но нам понравилась турецкая кухня, которая тут в ассортименте, в принципе, и вообще попробовать турецкую кухню, это хорошо. А национальную кухню пробовали нашу? Да. Я еще не попробовал. Да, я пробовала, мне очень нравится солянка по-абхазски, это прям. Лариса дайт ақалақь перманпе илҳәоит аԥсуа культура даара ишылзааигәоу пату шақәылҵо. Амшыни аԥсабареи рыда аҭыԥантәи ауааԥсыра дышхырхыз. Араҟатәи аԥсҭазаара лдунеи хәаԥшышьа анырра шанаҭо азгәалҭеит. Ахатә ҷыдарақәа, ахатә цәаҩа, уи агьама знык иадымхаргьы изкыз, ахаангьы ихашҭӡом, лҳәоит Лариса. Мы здесь посещали у вас и театры, и филармонию, ботанический сад. То есть мы каждый год приезжаем и обязательно это посещаем. То есть ваша культура, ваши обычаи, вот это вот нас привлекает. Ездим на экскурсии в Каманы, ездим в Новый Афон, конечно, ездим тоже обязательно, поднимаемся на Иверскую крепость туда. Вот это вот нас привлекает. И все, что вот нам заново снова рассказывают о вашей культуре, я понимаю, что я все больше и больше узнаю о вас. Мне это интересно. Я приезжаю домой и рассказываю, как здесь красиво, какие доброжелательные люди. Всегда здравствуйте, всегда пожалуйста. Каждый год все преображается, все больше строений. Строятся гостиницы, строятся кафе, очень много открыто магазинов. Для меня вот то, что Рита сейчас сказала, это действительно рай на земле. Я даже больше ничего не хочу говорить, я просто хочу сюда приезжать и наслаждаться вашей природой. Ариата ацара айт хаяшрап хюнткара Белорусианпи. Рапшара рапхятпи мшут. Макяна тыпанпи апш заракортара яхимдзацтаха збара яхидзаз агуахора дурнатейт. Мы приехали из Беларуси, из столицы, из Минска. Приехали первый раз посмотреть вашу страну. В принципе, приехали только вот пару дней только отдыхаем, поэтому, море повидали, сегодня вот солнца нет, поэтому вышли
посмотреть город, ваши достопримечательности. Сейчас мы смотрели просто, что отзывы туристов, что как бы пишут, что можно ехать, ничего страшного, все хорошо. Страна для души, как пишут все. То есть поэтому планируем вот еще посетить там водопады, горы, съездить на экскурсии и все, дальше посмотреть. Но виды тут шикарные, мне кажется. Тут интересная архитектура и много интересных зданий. Если погулять, то можно найти что-нибудь обязательно, я думаю. Вы хотели еще раз сюда вернуться? Приехать? Посмотрим. Наверное, да. Уахьюна пшла геуара цоп, акрыфар такой рагузар и туп, а театр ко атып шдзара ко хабхедзар рачала сосайр такой акрыфар такой, еще другой ай так ракоши халаз, и бзю ай так раква, уебзурна аса сыр хабхедзар из хауит. Были те, кто ездили люди, и уже рассказывали, что надо съездить именно в Сухум, что столица, есть где погулять, что посмотреть. Плюс у меня двоюродный брат здесь живет в Очумчире, недалеко, тоже советовал ехать именно в Сухум, потому что тут много мест хороших, и вот сказал, что ближе к набережной, там как бы и весело, и классно, мест, заведений много. И... Какие-то заведения уже посмотрели, где хотите пообедать, или я уже вижу, куда вы... Да, мы уже на самом деле уезжаем завтра, мы уже здесь 9 дней почти. Вот мы Нарта несколько раз были, Чегем, тоже хорошее место, Мухус, хорошее место ближе к станции. Уфан Бьяз Михаила и Илины Ирхамыш Туапсчара Хуйтапсна. Нарайкалы Дарарапстаза Арача Акрызцаз Квахтыс. На одном из водопадов мне мой молодой человек, на Кекском водопаде сделал предложение. Вот мой молодой человек Михаил. И вот мы через год планируем сыграть свадьбу. Мы вас поздравляем. У вас получается такое путешествие, не свадебное, но предсвадебное. Предсвадебное, да, очень запомнилось это все. Поэтому для нас теперь Сухум и вообще Абхазия — это особенное место. Ирхуй такой пшарта типный ялыз хой харака чарубха. А хатухра панумя пахгуз яхпылит хабхедзар рачалаз хучкозманы не я его за туристша. Дараргу яхон ирхун, а шарта дорогана халаты глаза шишиман шалу. А зинхчаратус бартакурусуича имя пыргача пшарака ргушаргу. Мы сами из Санкт-Петербурга, у нас с солнцем как бы тяжеловато, поэтому стараемся набрать себе запасов на зиму. Запасы витамина D. Да, потому что... Скажите, пожалуйста, а с безопасностью, как вы считаете, что здесь безопасно отдыхать? Потому что много всего говорят, но так ли на самом деле? Из 5 дней, что мы спокойно перемещаемся и пешком, и на автомобиле, никаких у нас проблем не было. И потом ваши сотрудники правоохранительных органов, я смотрю, почти на каждом углу здесь дежурят. То нет, никаких вопросов нету. Люди приветливые. Да, даже не заморачиваемся. Ахауацки амшинуан да амра шахоква. Артрыдаги сышукса уста ашатып хабхедзара яцлуит. Апшеют хызхва асиез хауит. Убриан язхуцту бабсна апшара. Апсуат шашакунцату. Симаргун пха Михаил Братухин адыратрам чибжеза. Ахтна калакечыз чызып сахуа инфраструктуры и сервисы обсчачадно пхалуит ахаурты и хахарцазы, а локация чоцко шапцату азгвейтит обсна туризма за министри хатыпою астамыр барцыз. Уядаги а сезон шимя пысводала чавит хайч чавираджа. Уже начало августа. Можно ли на данный момент проводить промежуточные итоги? Август у нас считается самым пиковым месяцем в нашем курортном летнем сезоне. Мы итоги всегда подводим по окончанию курортно-летнего сезона, и поэтому сейчас бы не хотелось бы забегать вперед и озвучивать какие-либо цифры, потому что впереди целый август месяц. Конечно, я думаю, что мы и захватим и сентябрь месяц, а по окончанию сентября мы уже с вами можем поговорить более детально по цифрам. Вы довольны вот этим промежуточным результатом? Я имею в виду количество туристов в республике. Вы знаете, в этом году курортно-летний сезон начался немножко с просадкой, но благодаря июлю месяцу и вот в ожидании августа месяца мы думаю, что выйдем к нужным нам показателям. Конечно, довольными мы можем не быть, но на самом деле оценку нам должны дать наши гости, наши туристы, которые в этом году посещают нашу республику. Так получилось, что отдыхающие изначально едут в курортные города Абхазии, это Гагра и Пицунда. Но в последнее время такая тенденция наблюдается, что Сухум тоже стал востребованным. Как вы считаете, с чем это связано? И правда ли, что количество туристов в столице увеличилось? Вы совершенно верно подметили. В
первую очередь заполняются наши ближайшие города с сопредельным государством, то есть с Российской Федерацией. Это, безусловно, город Гагра, потом Пицунда, потом также идет там Кудаута, в промежутке, и Афон, конечно. И если говорить о нашей столице, о городе Сухум, то здесь понятие курортно-летнего сезона, на мой взгляд, так неприменимо, потому что Сухум – это столица нашей Родины, и постоянно к нам приезжают гости, наши друзья. В городе Сухум работают гостиницы, если говорить о гостиничном бизнесе и о наших отелях, они работают круглогодично. И, соответственно, когда ты работаешь круглогодично, то уровень и сервис поддерживается на нужном уровне. Также работают много заведений общепита, что всегда привлекает гостей, друзей посетить нашу столицу. Также хотелось бы подметить, что если касаться именно курортно-летнего сезона и говорить о наших туристах, то, на мой взгляд, в городе Сухум очень много благоустроенных, комфортабельных пляжей. И вы сами об этом прекрасно знаете, мы сейчас их перечислять не будем, но те гости, которые к нам приезжают, когда посещают именно наши пляжи, что они говорят, что уровень этих пляжей соответствует европейским стандартам. И потом, мне кажется, еще привлекает туристов, что здесь такой культурный отдых, да, получается, и в театры сходить, там, по набережной прогуляться, не только которые хотят на море и на пляже, да, полежать. Да. Я думаю, что это тоже свою роль играет в выборе места отдыха. Совершенно верно. Мы уходим от вами привычному стандарту пляжного отдыха и переходим к культурному, социальному отдыху. Можно посетить, как вы до этого перечислили, вот здесь в городе Сухум у нас несколько театров. У нас также здесь есть и музей, и краеведческий музей, выставки, да? Выставки проводятся, конечно. То есть полная насыщенная культурная жизнь, которая протекает повседневно для нас в взгляде, также могут окунуться наши туристы, познакомиться с нашей культурной жизнью. Также в городе Сухум очень интересная архитектура. Много историко-культурных памятников, наследия именно касаемо архитектуры. Они приезжают и восхищаются, как здесь. На это все должно поддерживаться на достойном уровне, чтобы люди впечатлялись и еще раз хотели вернуться. Вы говорили также о вечернем променаде. Можно прогуляться по шикарной Сухумской набережной, насладиться вот этой атмосферой, аурой, которая здесь присутствует. Я делала репортажи и общалась с отдыхающими, с туристами, да, и они все говорят о том, что здесь очень хорошо, само собой, природа, и плюс подчеркивали, что здесь достаточно безопасно. Туризм очень такой организм, если его воспринимать как живой, он подвержен всему. И сегодня, уже 21 век, мы с вами прекрасно знаем, есть большое количество социальных сетей, там сейчас не будем перечислять их названия, где каждый из них может стать таким блогером и выложить тот или иной отзыв об отдыхе в Абхазии. И, конечно, безусловно, все время мы работаем над этим направлением, не только министерство, но и все профильные ведомства, чтобы турист понимал, что он приезжает в безопасную страну, что он может здесь провести безопасный отдых. В последнее время мы наблюдаем динамику, которая ведет к увеличению турпотока. Я думаю, этим все сказано. Если в Абхазии не была бы безопасной страной для отдыха, то к нам бы не ехали бы люди. Как обстоят дела вот с информацией о нашей стране? Потому что многие туристы говорят, что ее недостаточно в интернете. Вот в этом направлении какая-то работа ведется? Каждый турист, который сегодня посещает Абхазию, он находится, является как бы участником социальных сетей, и он выкладывает. Конечно, в этом плане министерство выстраивает работу чуть в другом формате. Мы работаем с рекламными турами, то есть большие туроператоры, которые имеют сеть турагентов на территории Российской Федерации, они присылают сюда своих турагентов, которым мы проводим так называемые рекламные туры. Плюс к этим рекламным турам также подключаются и пресс-туры. То есть у каждого большого туроператора есть свои издания, которые сопровождают их в информационном поле. Помимо этого, и вы прекрасно знаете, что министерство на регулярной уже основе проводит съемки для тех или иных передач федеральных каналов. На Первом канале вот недавно вышло 2 передачи, на НТВ выходит передача. То есть в этом плане вот мы так продвигаем наш национальный туристический продукт, если можно сказать. Что нужно сделать в ближайшее время
чтобы туристический поток увеличился? В первую очередь, давайте мы чуть информативно погрузим наших граждан и скажем, какое количество сегодня объектов размещения в городе Сухум. Это 99 объектов. Из них, сейчас по праву собственности мы разделим, то 11 получается у нас юрлица, остальные все индивидуальные предприниматели. Общее количество койко-мест 3490. И что способствует для увеличения турпотока? Естественно, большее количество койко-мест. Мы знаем, что в ближайшее время будет введен в эксплуатацию бывший ПВО и МВО санаторий, что даст, конечно, прирост по койко-местам. Но хотелось бы также подметить, что есть такое понятие в турбизнесе, в турсообществе – объекты туристического показа, то есть объекты для привлечения туристов. И если в городе Сухум мы сегодня с вами поговорили, что есть там театры, музеи, там прекрасная набережная, сейчас будем говорить о таких визитных карточках, как ботанический сад, обезьяний питомник, понимаете, о чем я говорю? То есть вот такие объекты, там, грубо говоря, которые будут привлекать туристов, чтобы они их посещали. Это может быть там хороший аквапарк, хороший дельфинарий, колесо обозрения и так далее. То есть объекты для привлечения туристов. Давайте поговорим о ценовом сегменте. Среднестатистический россиянин может себе позволить отдых в Абхазии, в частности в Сухуме? Конечно же, среднестатистический россиянин сегодня может позволить себе отдых в Абхазии. Это безусловно, это мы с вами наблюдаем. Если говорить о ценообразовании, то у нас даже в нашей маленькой республике ценообразование, оно реально меняется из-за того или иного административного района, который вы посещаете. Если говорим мы о городе Сухум, то здесь ценовая политика очень адекватная, она сбалансированная. Потому что, как мы с вами до этого обсуждали, что помимо приезжающих нам гостей и туристов, здесь проживаем мы, наши граждане. Есть места общепита. И каждое место общепита – это здоровая конкуренция, она борется за своего потребителя. И, естественно, вот такого дисбаланса в ценах здесь не происходит. И поэтому, когда приезжают туристы с того или иного района Абхазии в город Сухум, они удивлены, предоставляемая цена, качество соответствует реально, и они в следующий раз задумываются, чтобы провести свой отдых у нас в столице, в городе Сухум. Что вы можете назвать изюминкой нашего города? На самом деле, как бы это банально ни звучало, но изюминкой любого города, любой страны, это в первую очередь люди. И по-другому быть не может. Это наши горожане, которые здесь живут, с которыми встречаются наши гости, с которыми у них завязывается знакомство. В дальнейшем продолжается какая-то дружба, выстраивается. И на этой прекрасной ноте мы завершим сегодняшнее интервью. Спасибо большое за беседу. Всего хорошего, всем приятного отдыха. Уажәазы абри акәын иҭабуп иҳахәаԥшуаз. Иааиуа амҽышазы амчыбжьа хҭысхада ԥареихшьала ҟалҵоит сколлега Асмат Гәниаԥҳа. Абзиараз.